И этот ролик будет посвящен обшивке дома с сайдингом. Несколько лет назад мы построили этот прекрасный дом. Да, нас заказчик много раз приглашал выполнить что-то еще. Сейчас дело дошло до сайдинга. Работа вовсю идет. Давай, Денис, кратко расскажем. И расскажем не только вот все, что внешнее сейчас мы видим, а Денис. Расскажем то, Да, что я было сделано. Да, не представил. Денис, Александр. Всем привет. И расскажем, да, не только что сейчас мы видим, а что мы не видим. Давайте мы с вами подойдем и вспомним, что мы сделали до этого, какие работы были проведены, которых сейчас мы не увидим, но они у нас есть, они сделаны. Мы утеплили отмостку, у нас здесь утепленная отмостка, вот вроде казалось бы, да, просто земля, Да, и все, земля. и ничего нет. Да. Да, что там? А там у нас утеплители ППС, гидроизоляция и ну, еще несколько слоев всякой. Вот тут можно, да, наверное, даже... Ну, да земля землей. там, нет. Там есть краешек, торчит Ага. гидроизоляции, так как она подогнута для того, чтобы влага у нас не заходила под дом, не мочила грунт в районе свай, Да. ну и пучением. Да, защита свай и Да. минимизация пучения. Да, это вот основное то, что... И почему мы сайдинг поднимаем, да, вот у нас на 5 сантиметров, ну тут маленько поболее, это подсыпется, все, сделается одинаковый, Да. одинаковый уровень мы сделаем. Вот, для того, чтобы у нас тоже пучением грунта зимой, если здесь промерзнет, да, выпучит маленько, чтобы у нас это все не порвало, не разорвало. Да, не подпирало. Сайдинг, да, не подпирало, и чтобы он у нас не соскочил, скажем так, с клипса и не лопнул нигде. Давайте еще вспомним с вами, как мы сделали каркас, как мы утеплили этот дом. Он не просто у нас обшит, он у нас утеплен. Мы можем, в принципе, даже это увидеть на окнах. Вот в этом месте, вот мы видим, где стоят окна, это уровень нашего бруса. Ага. Да? А это у нас утепление 10 сантиметров минеральной ваты, плюс дальше зазор, ну и вот у нас брусок стоит, который у нас выравнивающий, да, это каркас выравнивающий. Да, я еще добавлю, что мы утепляли с перехлестом всех швов. Это прям обязательное требование. Да. Хочу добавить, что каркас у нас плавающий, на скользящих элементах, если будет подвижка древесины. Да. Это нюансы сейчас. Я хочу добавить, что у нас не обычная какая-то пленка, а мембрана, работающая как ниппель, ветрозащитная пленка, которая препятствует выдуванию теплого воздуха из утеплителя. Я хочу добавить... И при этом влагу выводит наружу, Да. из утеплителя. Конденсат, который Да. скапливается в доме, вы правильно сказали, как точка росы. Потому что внутри плюс, снаружи минус, и зимой в утеплителе образовывается влага. Эта влага с легкостью должна выходить. То есть паропроницаемость к внешней стороне должна быть легкая. Поэтому пленки применяются, мембраны специальные мы применяем. Дальше идет как раз вент-зазор, который выдувает вот этот вышедший конденсат. Каркас мощный, вот деревянный мы видим, и обшивка сайдингом. И в нашем случае это идет такая имитация, сейчас покажу. Это акриловый сайдинг. Да, мощный, жесткий такой сайдинг. Кто-то может который сказать, что... градом не пробьет уже. Но это Да, это кто-то болгаркой даже пилится очень тяжело. применяет под цоколю. Ну, в нашем случае мы еще обшиваем стены. Выглядит дорого, благородно и, Да, и очень чуть-чуть дорого. Ну, относительно обычного сайдинга. Конечно, конечно. А так, смотрите, сколько ребер жесткости. Он, я другой крепкий, уже, наверное, крепкий, конечно. сломал. И теперь, Денис, мы пришли уже к финишной отделке, уже к сайдингу. Да. Как мы монтируем сайдинг? Монтируем сайдинг. В сайдинге есть определенные отверстия, в которые мы вкручиваем саморезы в потай, в пришайбы. Но не в жесткую, а сайдинг должен быть немного, как бы сказать, свободен. То есть он должен иметь возможность гулять. Расширение температурного. Да, температурное расширение, да, линейное все расширение. У нас здесь в углу, за углом, есть расстояние. То есть сайдинг у нас не доходит прямо в упор в угол. Он с расстоянием в сантиметр должен быть там, для того, чтобы он имел возможность при нагреве расшириться, раздвинуться, а при, соответственно, похолодании сузиться обратно. То есть у него есть небольшие подвижки. Да. Пластик — это такая штука, что она двигается у нас. И много-много подрезок. Вот
как в песенке, как-то палочка-палочка огуречек, да, появился человечек. То есть да, в нашем доме это речка, появилась Да, обшивка. Получился красивый каменный дом. Здесь ничего нету. Ну, некрасиво, да? Здесь мы уже видим созданный каркас под обшивку. То есть, еще раз, господа, ну, не очень, такие, да? да. Просто стропильная система, да, торчит и радости не вызывает. А теперь идемте вот ближе сюда. И здесь Сейчас. мы видим создание каркаса. Направляющие, можно сказать, да, J-профиль для крепежа софита. Да? Да, сайдинг. Сайдинг так называется. Здесь у нас будет карнизная планка переходить с одной кровли в другую. Вот. Можно отсюда увидеть уже смонтирован элемент. Мы сделали каркас, переходящий с одной кровли на другую. Мы Вот можем это видеть. И да. деревянный каркас, и в виде реек, видите, То есть коричневых таких. у нас софит, да, вот карниз, да, он перейдет с одной кровли на другую, безразрывно. Ага. Мы это сделаем. Второй сейчас монтируется с той стороны. Пойдемте посмотрим, как мы обошли крылечко, как мы сделали дверь входную. Это очень интересно. А я замечаю, вот смотри, четко подходят панели, аккуратно. Да, все потому, что мы переустановили дверь. Мы здесь сделали каркас специальный для двери. Мы его утеплили снаружи и снутри, даже там под крыльцом. Все, ЭППС. Красиво, слушай. Смотрится дорого-богато. Да. Обычно, как это еще бывает, дверь установлена, и туда вот эти углы, да, вот эти идут, которые... Да, потому что дверь как бы должна быть установлена, да, в стене. В короб, внутри. Да, внутри стены, так сказать. Ага. Ее сложность-то в чем? В том, что нужно сделать силовой каркас для того, чтобы она держалась. Ну, это же дверь, она такая массивная, мы ее вдвоем еле поднимаем, на самом деле. Вот. Чтобы такую дверь удержать, нужно сделать было силовой каркас собрать полностью из сотой доски 50 на 100. Утеплить его, и причем так расшить таким образом, чтобы она не гуляла, не двигалась вообще никуда. Ну, то есть она же... она даже ну, вот, как будто в обычной стене стоит. Вот, то есть из-за того, что сделан хороший каркас и утеплен, потому что дверь утепленная, все должно быть теплое. В этом сложность вся. Вывести так, вот, ну, мало кто вообще возьмется. Да. Как вы знаете, вот если посмотреть в других домах, дверь утоплена. И здесь откосы обычно делают, да? Да, особенно если утепление. У нас же 17 сантиметров сейчас прибавилось к стене. 17 сантиметров. Я еще добавлю, когда мы открываем дверь, здесь, если откос, она упирается и ломает этот откос. Здесь у нас вровень к стене. То есть дверь может полноценно так открыться и все. И ничего не ломать. Почти на 180 То есть мы ее выдвинули и сделали заподлицо, ну, со стеной. Дверь не простая, это дверь с терморазрывом. То есть специально для уличных помещений, для частных домов. Вы можете она посмотреть, специально. какая она толстая. Толщина вот такая. И внутри идут прослойки. Там чаще всего пеноплекс. Да. Там специальный утеплитель. Не, ЭППС. в дешевых вариантах там минвату кладут. Тут несколько слоев, и посередине там еще вот прокладки там идут специально. То есть теплая, толстая дверь для частных домов. То есть немножко перешли к двери. Ну и такая модненькая, честно говоря. Прям такая шикарная. Ручка еще так смотрится тоже по-современному. Класс. Вернемся к сайдингу. То есть начало мы видим. Стартовый профиль красивый. Все в короб. Потом пошел красивый сайдинг, все уголки и примыкание тоже. Посмотрите, как аккуратно все запиливали. Да. Обратите внимание, у нас труба газовая закреплена к стене, причем к брусовой прямо стене. И мы обошли как утеплителем, так и сайдингом. Мы обошли полностью все крепежи, не снимая при этом трубы. Ну да, это же невозможно. Ну да, не снимая ни крепеж, ни трубу. И там аккуратные дырочки такие. Да, и подпильчики где-то с самой короткой стороны. Да. Ну красиво.
Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом или обшить его сайдингом, смело обращайтесь в компанию «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203, наш телефон 8 912 868 47 48. Приходите, с радостью проконсультируем, все расскажем, все покажем. Ну и, конечно, Денис, с радостью Сделаем вам такую вот красоту. до встречи. Пока-пока. И Денис.